Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Влад Давыдов и корреспонденты канала Якутия-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Подальше от коронавируса. Граница на Дальнем Востоке закрывается. В Благовещенске масочный режим. В Якутии эти маски разбирают с аптек. Большое новоселье. Собственное жилье в Якутске получили сегодня более 80 детей-сирот. Регионы разные, проблемы одинаковые. Как решают вопрос с бродячими собаками в Москве? Какие методы можно у них позаимствовать? Всероссийское тестирование. Четвероклассники, как и их старшие товарищи, тоже готовятся к экзаменам. Сюжет из Алданского района. Как дела в Ленске? Обзор новостей района в конце выпуска. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных 7711. Против коронавируса профилактические меры приняты и в городе Благовещенске. Подробнее в материале коллег. С 23 января в Благовещенске в связи с риском распространения коронавируса в местах массового скопления людей введен масочный режим. В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии Амурской области с 23 января текущего года на территории города Благовещенска введены в действие комплексные планы, в том числе организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа. Рекомендован масочный режим в местах массового скопления людей. Сейчас же нет, китайских туристов, таможня закрыта, а обычно как? Нет, вообще приходят китайцы, немногие уехали отсюда. Но обычно, конечно, отворачиваемся, когда кашляют. А они сами ходят в масках, видите? Как? Китайцы ходят китайцы. Китайцы насчет этого молодцы. На кадрах видно, что на всех людях, находящихся в общественных местах, надеты медицинские маски. Так, в школе номер 28 распоряжение главы Благовещенска уже исполняют в полном объеме. Учащиеся ходят в масках, в рекреациях развешаны информационные материалы, рассказывающие о мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Специфическая профилактика сейчас идет по школам. Значит, у нас идет кварцевание в классах. То есть это в классах и рекреациях идет. Потом, значит, у нас идет уборка, это рекреации идет 2 раза в день. Идет с дезрастворами уже. Вот. Идет и ввели масочный режим по классам. То есть дети у нас в классах все с масками. То есть они меняют маски 2 раза в день. Через каждые 2 часа меняют маски. Вот. Также у нас проводится С-витаминизация. Жители Благовещенска сообщают, что после распоряжения администрации приобрести медицинские маски в аптеках города стало практически невозможно. Вчера нам классный руководитель прислала сообщение в чат в общий родительский о том, что вводится со вчерашнего дня вводится масочный режим. То есть наши дети должны были уже сегодня прийти в школу с масками. Конечно же, я как добропорядочная мать объехала полгорода, но вообще аптека находится рядом с нами, где мы живем, но, к сожалению, масок там не оказалось. А также не оказалось масок и в других аптеках, где я побывала. Я дала задание своему супругу, и он тоже объехал полмикрорайона, масок нет. Фармацевт одной из благовещенских аптек рассказала, что ажиотаж начался на фоне паники, вызванной сообщениями о распространении нового типа коронавируса во многих странах. И на дню даже не по одному разу, и не по 10 раз. То есть очень-очень часто. Даже мы повесили объявление, что масок нет, они все равно заходят и спрашивают. И детям, и также взрослые спрашивают. И не по одной упаковке, а по 100, по 50 штук. Ничего себе, а это когда началось примерно? Это когда пошло с Китая все это что начали запрещать, эту таможню закрыли, там они все начали нервничать. А как люди реагируют, когда вы говорите, что масок нет? Очень нервно, очень нервно.
Ну, нам тоже они нужны маски, но нету возможности приобрести. Ну, мы как бы говорим, берите хотя бы марлей делайте повязки, ну, потому что нету нигде, что делать еще. Получается, их просто не успевают производить, да, я так понимаю, эти маски-то? Возможно, потому что нету поставок даже на складе. То есть на склад еще даже не завезли, поэтому мы их не можем получить сюда на аптеку. До начала следующего месяца в городе закрыт таможенный пункт Благовещенск-Хэйхэ. Официально подтвержденных случаев заболевания в России не выявлено. Всемирная организация здравоохранения оценивает угрозу распространения коронавируса в Китае как очень высокую, а в мире как высокую. Угроза проникновения китайского коронавируса в Россию взволновала и якутян. В аптеках города Якутска самым ходовым товаром в эти дни стали медицинские маски. Если в некоторых регионах страны копеечные средства защиты взлетели в цене в несколько раз, то в Якутске они просто уже закончились. Причем спрос на противовирусные и жаропонижающие средства пока имеются в свободном доступе. Масками, да, у нас нет. У нас закончились они уже. Закончились давно? Да. Сегодня. То есть много людей было, да, которые хотят купить? Да. Сколько примерно людей уже купили? Ну, сегодня с утра 5. И вот, и последняя закончилась. А когда еще следующий завоз? Вот, не знаю. Может, сегодня, может, на днях. Я пришла в аптеку за масками. Ну, так как надвигается сезон у нас заболеваемости, ОРВИ и так далее, да. И, ну, в свете последних событий, коронавирус и так далее. Ну, в аптеках вообще нету масок, оказывается, да, по городу. И вот, ну, здесь нашла одну упаковку, не знаю, успею взять, нет. Распространение нового коронавируса не угрожает отраслям экономики России. Об этом заявил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Кроме того, полпред сказал, что давать оценку достаточно или недостаточно мерам, принятым в связи с ситуацией с коронавирусом, преждевременно. Инкубационный период инфекции, вызывающей пневмонию, около 2 недель. К другим новостям. Бывшему полковнику милиции в духовном сане, едва не расстрелявшим своих соседей в Нерюнгри, вынесли приговор. Вместо многолетнего заключения Сергей Бойбородин отправится на лечение в психиатрической больнице. Напомню, в декабре 2017 года бывший заместитель начальника Нерюнгринского ОВД, получивший теологическое образование в Монгольском буддийском университете и духовный сан, находился в алкогольном опьянении. Взяв в руки карабин, он вышел в подъезд и поднялся на 3 этажа. Толкнул дверь в квартиру, которая оказалась не запертой, и направил оружие на хозяев дома. О том, что подсудимому нужны принудительные меры медицинского характера, Нерюнгринский суд заявил в конце прошлого года. В соответствии с постановлением суда установлено, что данные преступления совершены им в состоянии невменяемости, в связи с чем ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Ну а Якутский городской суд продлил арест экс-руководителя УТУМ Плюс Георгия Карамзина на 3 месяца, до 5 мая текущего года. Напомню, Карамзин был задержан в июне прошлого года по обвинению в посредничестве при даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. По данным следствия, бывший вице-мэр Василий Гоголев получил от компании «Стройакадемия» взятку в виде прав на почти 1500 квадратных метров площади в строящемся многоквартирном доме за выдачу разрешения на увеличение этажности этого здания. По версии следствия, взятку Гоголев получил через Карамзина и Татьяну Самсонову в пользу учрежденной им строительной компании «Утум Инвест». В Якутске провели расширенное заседание коллегии Министерства промышленности и геологии Республики. Обсудили и рассмотрели итоги деятельности за 2019 год и плановые задачи на год текущий с участием членов коллегии, общественного и отраслевого советов и научных образовательных организаций. В частности, угольная отрасль. Очередной рекорд. Объемы превысили 19 миллионов тонн по итогам года. Золото.
Итоги побиты не только прошлого года, то есть уже 40-летний рекорд, то есть 36,5 тонн. Серебро 112 тонн, то есть вроде бы только в прошлом году установили новое высокое значение, то есть и здесь опять новые рекорды. Газ. Запущена «Сила Сибири», конечно, это дало основной объем роста производства по природному газу, но в то же время идет увеличение добычи и Якутской топливно-энергетической компании. За 2 года якутские производители из компании ЕКТ «Сокол» выпустили более 200 вездеходов. Якутская компания – представитель новосибирских изобретателей. Производство они запустили в 2017 году. Весь технологический процесс проходит внутри местного завода. Репортаж нашего корреспондента Юрия Осипова. Несмотря на то, что этот вездеход развивает скорость почти в 100 км в час, его стихия не скорость, как нам говорят создатели, его стихия – природа, где он чувствует себя вполне комфортно. Автор разработки Алексей Поздеев из Новосибирска. Якутские производители, перебрав различные модели, пришли к выводу, что наиболее оптимальный вариант для Якутии по цене, простоте и проходимости – вездеход «Сокол». Брали более оптимальную технику, которая бы по своим, как говорится, способностям смогли бы собирать здесь именно на территории города Якутска. Конечно, в техническом плане город Якутск, как сказать, технически слабо развит, да, там производств мало и так далее. Из-за этого приходится в основной массе полуфабрикаты завозить с Новосибирска. Производство здесь началось в 2017 году. Начинали работать в небольшом гараже. Тогда в работе было задействовано 4 человека. Вездеходы якутского производства пользовались спросом, а потому со временем увеличилось и помещение, и само производство. Сейчас здесь работа поставлена на поток. Работа здесь устроена так, чтобы процесс производства шел беспрерывно. То есть по принципу конвейера, где каждый специалист занимается своей частью работы. Сейчас вы видите скелет будущего вездехода, его раму. Если мы пройдем немного вперед, то вы можете увидеть весь технологический процесс создания вездеходов буквально пошагово. На сборку одного вездехода уходит около недели. Весь технологический процесс проходит здесь же. Когда я пришел, объем производства был примерно 4 квадроцикла в месяц. Сейчас мы выпускаем 8-10. Полностью, наверное, обучился за полгода. Вот. А дальше уже по накатанной просто все почти знакомо. Бывает, что нужно придумать что-то новое, но парни помогают, всегда все подскажут. Вездеход «Сокол» внешне напоминает квадроцикл, но единственное, что его роднит с ним, это мотоциклетный руль и посадка. Длина вездехода 3 метра, ширина около 2. Он весит порядка 700 килограммов. На «Соколе» установлен двигатель от машин марки Toyota мощностью 109 лошадиных сил и объемом двигателя 1,5 литра. Также бензобак на 38 литров при расходе топлива примерно 20 на 100 километров. Сегодня здесь помимо стандартного «Сокола» производят также более современную его модель «Сокол Про». Основное его отличие – это мосты Spicer со 100% межколесной блокировкой с пневматическим приводом. За счет этого растет управляемость, надежность и проходимость машин. Стандартный вездеход стоит от 700 тысяч рублей. Цена за модель «Сокол Про» начинается от 1 миллиона 100 тысяч рублей. В дальнейшем якутская компания планирует расширить производство. Учитывая, что сейчас недостатков желающих приобрести вездеход нет, то это вопрос времени. Юрий Осипов, Алексей Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Продолжим после короткой паузы, буквально меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Большое новоселье. Собственное жилье в Якутске получили сегодня более 80 детей-сирот, вручили ключи. Регионы разные, проблемы одни и те же. Как решают вопрос с бродячими животными в Москве, какие методы можно у них позаимствовать. Всероссийское тестирование. Четвероклассники, как и их старшие товарищи, готовятся к экзаменам. Сюжет из Алдана. И как дела в Ленске. Обзор новостей района в конце выпуска. Об этом и о многом другом через паузу. Это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем. Сегодня собственное жилье в Якутске получили 84 детей-сирот. В торжественной обстановке им вручили ключи от новых квартир в доме на Воинской 9/3 в 21-м корпусе 203-го микрорайона столицы. Сюжет с Аргаланы Федоровой.
4-летняя София изучает свое новое жилье. Ее отец Андрей Соловей – один из 84 новоселов, которые в свое время остались без родителей. Обретение долгожданных квадратных метров стало для Андрея по-настоящему знаковым событием. Он ждал квартиру 6 лет. Квартира хорошая, уютная, ремонт. До этого мы жили, сколько мы лет на съемных квартирах, снимали постоянно. И вот сейчас такая радость. Такой звонок. Мы полночи с ним разговаривали и планировали, как мы будем жить, что будем делать. Район хороший, у нас вот ребенок маленький, то тут садик новый. И то, что речка рядом, пляж. Обещаем, что мы будем дальше нести вот это, чтобы порядок такой же был. Вместе с Андреем, благодаря республиканской программе по обеспечению жильем детей-сирот, еще 43 человека получили свои первые ключи от собственных квартир в современном развивающемся 203-м микрорайоне. Пока они будут пользоваться жильем по договору специализированного найма, но уже через 5 лет смогут стать полноправными хозяевами своих квадратных метров. А площадь квартир в среднем составляет 30 квадратных метров. Они полностью готовы к заселению. Выполнен качественный ремонт, установлены сантехника, приборы учета и электрические плиты. Собственная крыша над головой появилась и у Ирины Даниловой. Ей досталась квартира на Воинской. Девушка уже готова заселиться. Очень уютная, светлая, хорошая отделка. Все нравится. Этого я жила у родственников, в семье. И арендовала квартиру. Новоселы получили квадратные метры по муниципальной программе обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Для этого только в 2019 году из республиканского бюджета было выделено 620 миллионов рублей, а из федеральной казны свыше 125 миллионов. У нас по закону, если какие-нибудь неполадки в квартире, то они обращаются в течение лет по гарантии застройщика. Это у нас застройщик ДСК. Сейчас в очереди на получение жилья стоят еще 407 сирот. В этом году планируют обеспечить квартирами более 100 человек. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. В Якутском технопарке открыли школу дополнительного образования Green Lab School. Проект был запущен в 2017 году на базе Саха-политехнического лицея Якутска, «Зеленая лаборатория» и участниками фонда Сколково. Там школьники научились проводить эксперименты, писать научные статьи и исследования. О наследии якутской науки в сюжете Саргаланы Неустроевой. Идея запуска проекта Green Lab School пришла его создателям внезапно. Изначально на базе технопарка было создано гидропонное оборудование. Но где и как его реализовать, разработчики не знали. Тогда и было принято решение организовать научный кружок. Неожиданно идею проекта поддержало много школьников, которые благодаря Green Lab School ежегодно становятся дипломатами международных и федеральных научно-практических конференций. Сейчас дети, я просто удивляюсь, глядя на них. То есть мое поколение такими вещами вообще как-то не очень увлекалось. А тут, они даже просто видят вот это железо, вот эту гидропонику. И то, что зимой возможно вырастить даже вот свою какую-то зелень, да, просто вырастить, даже не просто провести эксперимент. Для них это уже увлекательно. И потом в дальнейшем, когда они вот первую защиту научную пройдут на какой-либо конференции, после этого их уже, за уши не оттащишь от этой работы. Сейчас школу посещают 12 учеников Саха-политехнического лицея города Якутска. Все призеры и участники не только научно-практических конференций, но и студенческих биохакатонов. Самый старший из них, Илья Егоров, начал свою деятельность еще 4 года назад и как результат занял первое место во Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее». В первую очередь, это сам интерес темы, то есть на тот момент это было довольно актуальным и новым, то есть вообще предрасположенность к биологии, интерес к этому, и дальнейшие перспективы. Самое главное – это опыт, который дала мне именно занятие гидропоникой. То есть, если даже база, она биологическая, то с нее можно много куда ответвляться. Допустим, у меня все мои работы были более экономического характера, и это помогло мне понять то, что свое будущее я хочу связать в работе с людьми. Как признается создатель школы, оборудование, которым была оснащена лаборантская в лицее, постоянно ломали, да и помещение не предрасполагало дальнейшему росту. За помощью разработчики обратились к Якутскому технопарку. Биотехнологические разработки, они являются тоже одним из векторов
потенциального роста для наших резидентов. И думаю, что если мы сейчас будем смотреть на подрастающее поколение как на научный потенциал, мы сделаем все-таки прорыв в будущем в области биотехнологий, в области разработок медицинских препаратов, ну и так далее. Несмотря на то, что проект имеет некоммерческую основу, лаборатория быстро развивается. В скором будущем создатели школы объявят о новом наборе учеников в разных возрастных группах, а также расширят базу научных исследований от зоологии до информатики. На сегодняшний день у Green Lab School нет аналогов во всей республике, а может даже и в России. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Четвероклассники, как и их старшие товарищи, тоже готовятся к экзаменам. Всероссийское тестирование пройдет по русскому языку, математике и окружающему миру. В отличие от подростков, малыши сохраняют спокойствие и совсем не волнуются. Из Алдана передает наш корреспондент Татьяна Вахнина. В 4 классе школы с углубленным изучением отдельных предметов урок окружающего мира. О растениях и животных, о человеческом организме и климате мальчишки и девчонки знают немало. Теоретические азы подкрепляются эмпирическим путем. Объемы полученных знаний ребятам скоро предстоит продемонстрировать. Выпускники начального звена, как и их старшие товарищи, усиленно готовятся к экзаменам. У нас есть еще и дополнительные занятия, именно где мы подготавливаемся не только теоретически, но и практические части, где мы проводим опыты, учимся работать с картой, что немаловажно, потому что очень много вопросов именно по работе с картой. В последней четверти учебного года мальчишкам и девчонкам предстоит писать всероссийские проверочные работы. В этом году, как и в прошлом, тестирование пройдет по окружающему миру, математике и русскому языку. Сама проверочная работа состоит из 2 частей, то есть дети ее будут писать в 2 дня. Первый день это у нас будет диктант с грамматическим заданием. И второй день там будет в основном работа с текстом. Тестирование в 4 классе не является аналогом единого госэкзамена. Это новый формат итоговой контрольной, результаты которой, однако, не влияют на годовые оценки. Надо сказать, что наши дети показывают в принципе те же результаты, то есть те же оценки получают за проверочные работы, что и текущие. И за четверть, за полугодие и за год. До главной проверки знаний в 4 классе время еще есть, и педагоги вместе с детьми выполняют типовые тесты, разбирая все нюансы и тонкости. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Проблема бродячих животных актуальна не только для Якутии, но и для других регионов России. Эксперты предлагают размещать бездомных собак и кошек в приютах. Наши московские коллеги отправились в уникальный центр реабилитации животных, аналогов которому нет в стране, и узнали, как в столице страны пытаются решить вопрос с бродячими животными. И подходят ли московские методики, например, Якутии. Репортаж нашего корреспондента в Москве Максима Кардозу. Мы с вами находимся в кабинете реабилитации для животных. Здесь размещено необходимое оборудование для того, чтобы работать с животными, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у которых есть травмы опорно-двигательного аппарата. Здесь есть беговая дорожка, здесь есть вот такие вот элементы, как вы можете видеть. А еще здесь есть ультрасовременная операционная, реанимация, штат психологов, которые помогают животным социализироваться. Удивляют и просторные вольеры, отдельные жилые боксы для кошек и собак, почти круглосуточное ветеринарное обслуживание. Кажется, что ты попадаешь в параллельный мир. Так и хочется воскликнуть. Как не в России. Очень помогал опыт западных коллег. Такие фонды, как у нас, такие центры, как у нас, работают в Западной Европе, делаю акцент на это, уже более 100 лет. И, конечно же, имеет смысл опираться уже на сублимированный опыт тех людей, которые уже прошли не один круг. Центр реабилитации животных «Юна» для России уникальный, построенный на частные деньги. Здесь бездомных животных лечат и подбирают им новых хозяев. Если вы не уверены, что готовы взять животное домой из приюта, то можно взять его под опеку и ежемесячно перечислять какое-то финансирование. Вот, например, эти 2 котика находятся под опекой каких-то добрых людей. Причем некоторым животным необходима постоянная медицинская поддержка. Вот, например, вот этот симпатяга Кузя. Он не может самостоятельно ходить в туалет. И, конечно же, ветеринарная поддержка круглосуточно ему просто необходима. И таким животным опекуны нужны больше всего.
Построить точно такие же центры в регионах сложно. Нужны большие финансовые вложения. Но здесь уверены, что бороться с проблемой бездомных животных можно и без миллионных бюджетов. Работу по осуществлению программы ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, да, это те центры, где как раз были бы проведены массовые стерилизации. Это там, где бы отсекались животные с инфекционными заболеваниями, там, где они прививались от бешенства. Это параллельно решает большущее количество вопросов. Дальше при этих центрах также могли бы быть, например, в симбиозе с каким-нибудь тоже добровольческим, волонтерским движением, центры по пристройству. Также в центре Юна говорят о том, что необходимо проводить работу и с людьми, рассказывать им, что брать животных из приюта – это нормально. И главное – понимать свою ответственность за питомца. Максим Кардозу, Джур Березкин, Подольск, Подмосковье. Горка с длинным спуском, разные фигуры из снега и льда и другие зимние развлечения уже появились в ледовом парке «Северное сияние» в 202-м микрорайоне. В эту субботу, 1 февраля, ледовый парк откроет свои двери для жителей и гостей столицы. Сейчас на месте полным ходом идут завершающие работы по ледовым и снежным скульптурам. В этом году мы провели международный конкурс, в котором приняли 25 команд. Приняли участие международные команды, как Канада, Китай, Монголия, Белоруссия и города России. Будут украшать около полусотни красивых фигур. И в общем, по объему, по площади у нас в этом году увеличилось. Горки стали длиннее, фигуры выше. Приходите, будет здорово. На этом завершаю выпуск. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Далее смотрите обзор новостей и событий Ленского района. Слово передаю коллегам.